Shalom aleichem. Bneumtan Mughbe, bedrijven Shalom aleichem, men matet Urmia, Batret Russia. Uju, Acha, Bjerget jaar, Jo Atradian, Ile Jumet Nasichuta, Jumet Galibuta. Jo Plasha Triana Tivilaya, Meshitet Alpo Jamo Arpicha, Halshitet Alpo Jamo Arpichamsha. Uju, Raba, من بني أمتان خيانة ماتت أورمي خيانة مدينة كراسنودار ومدينة خينة تينا لخا ماتت أورمي وخاتش بيشا بتآتي لخا تشزدها كيومتا كت بشتلا لخا موتيتا الإقارة تشول بني أورمي كت فينا جوبلاشا تريانا وخاسما من ضيرنا من بلاشا إنا خاسما لنا ضيرة جبلاشة بيشنا سادة بيشنا كطيلة ولا خشمانة إنا مدخرة من بر هذا بتمغزخ لك أتوخن أي كايمتها من كربة بوشنا من День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы. Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с весной и победой, весной и трудом, весной и миром. День Победы – это действительно всенародный праздник, торжественный и радостный. В этот день в глазах миллионов людей читается и радость, и грусть. 70 лет наша страна не видела ужасов войны, не вздрагивала от взрывов снарядов. Прежде всего я желаю поздравить всех присутствующих с самым почитаемым и великим праздником 70 лет Победы над фашизмом. Этот день окончания страшной, безмерно жестокой войны, которая длилась 1418 дней и явилась тяжелым испытанием для наших отцов и дедов. Многим из них еще не исполнилось и 18 лет, и практически со школьной скамьи они оказались в жернове войны. Невзирая на возраст и отсутствие достаточных навыков военного дела, они, не жалея ни своего здоровья, ни жизни, геройски прошли это испытание. И кто выжил, тот с высоко поднятой головой возвратился домой.
и каждый с правительственными наградами разного достоинства. А кто не вернулся, тот геройски погиб в бою с фашистами. И мы, их родственники и земляки, также гордо говорим, они были героями. И в памяти о них в нашем родном селе был обустроен этот мемориальный комплекс. Это место ежегодно посещали и отдавали дань памяти своим братьям и родственникам, дошедшие до Берлина и возвратившиеся домой. Однако, к великому сожалению, жизнь не стоит на месте. И как кажется пожилым, она протекает очень быстро. И теперь уже мы, их сыновья и внуки, не поздравляем их с победой, которую они добыли в этой страшной войне, а поминаем их в этот праздничный день, как и тех, кто не дожил до окончания войны. Наши деды с семьями, спасаясь от уничтожения, вынуждены были искать место для проживания и продолжения своего рода на территории Великой России. Она их приняла и предоставила все возможности для мирной жизни и процветания нации. Поселившись в нашем родном селе Урме, наши деды и отцы, будучи интернационалистами, накрепко связали свои узы с казаками, проживавшими в этом районе. Настолько это было теплые отношения, что они переросли в родственные. Являясь патриотами своей страны, жители и уроженцы села Урмия, я имею в виду ассирийцев, русских, армян, а также представители других наций, в первые дни войны стали на защиту Родины. Из нашего села пошли на фронт более 100 молодых парней и мужчин. Половина прекрасных представителей нашего села погибла на войне. Другая половина возвратилась. И, невзирая на тяжелые ранения, продолжила трудиться на благо всей нашей Родины и нашего села. Мы ими, как при жизни, так и после смерти всегда гордимся. И будем гордиться. Будем всегда говорить сами и научим наших детей и внуков, что наши отцы и деды, участники войны, внесли достойный вклад в победу над фашизмом. Чтобы увековечить память возвратившихся с войны наших отцов и дедов, не доживших до сегодняшнего дня, мы поставили эти мемориальные плиты, на которых выгравированы их фамилии. Таковых оказалось 53 человека. На клич о создании такого комплекса откликнулись родственники участников войны, патриоты нации и внесли свой посильный вклад в его сооружение. Сказать спасибо им, я думаю, будет обидно для них, потому что это они делали не за спасибо, а от всей души и в знак благодарности вечной памяти родственникам, землякам, участникам войны, а также как клятву верности традициям и обычаям наших дедов и отцов. Ваши благородные действия воплотились в этом мемориальном памятнике. Я уверен, эти два обелиска будут для последующих поколений всегда ориентиром и примером мужества, героизма, преданности Родине и гордости нации. Еще раз с великим праздником, Днем Победы всех! Слово для поздравления предоставляется Александрову Рубену. Спасибо. Дорогие односельчане, гости, с праздником Победы всех! Вы знаете, низкий поклон вам, всем тем, которые сегодня продолжают преемственность поколений, продолжая обычаи, традиции наших предков. И нельзя, чтобы это звено из цепочки, но сорвалось.
но разорвется. И вот передавая все эти обычаи, традиции, сегодняшние дети здесь стоят, это то, что было 20, 30, 40 лет назад. И сегодняшний мемориал, открытие мемориала, это еще раз подчеркивает, что это будет примером, я думаю, для многих населенных пунктов, что не должен быть забыт ни один ветеран. Должны помнить всех, не только тех, которые не вернулись, и тех, которые вернулись, среди нету с нами. Спасибо большое за то, что мы это помним. Родители нам передавали, мы хотим передать нашим детям. Спасибо огромное, еще раз с праздником. Слово предоставляется Лопатину Евгению Ильичу. Уважаемые жители села Урмия, гости, родственники, все, кто сегодня пришел на этот праздник, разрешите поздравить вас с самым замечательным праздником каждого россиянина, Днем Великой Победы над фашистской Германией. Это, наверное, самый горький и самый радостный праздник для каждого человека. Многие выступающие сказали, что ушли на фронт, что Советский Союз вынес основную тяжесть войны. Так из нашего села ушли 104 человека на фронт. Вернулись 52. Погибли 52. Их имена увековечены на основном памятнике, находящемся вот здесь позади. И население села Урмии решило увековечить память тех жителей села Урмии, кто участвовал в той страшной войне, и создали мемориал. Сегодня открыты 2 плиты. На этих плитах 53 человека. Возможно, еще кто-то не учтен, но если он будет найден, узнаем о нем. Есть место, где написать их фамилии. Большое спасибо всем, кто помнит имена прадедов, дедов, отцов. И дай Бог, чтобы молодое поколение никогда не забывало тех, кто дал им жизнь. Всем счастья, здоровья. С праздником вас, Великой Победы. Спасибо. Виталию Ивановичу. Уважаемые жители поселка, уважаемые гости, которые приехали, можно сказать, со всех концов России на этот замечательный праздник. Я от жителей поселка Урмия хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня приехал к нам на праздник, кто участвовал в открытии вот этого мемориала славы. Ну а в частности, Александрова Рубена Суреновича, Юнанова Виталия Владимировича, особенно неутомимого Лопатина Евгения Ильича, ну и Иванова Алексея, ну, собственно, всех тех, Вартаняна вот подсказывает, а Вартаняна забыл. Вартаняна, конечно, это наш спонсор, уважаемый человек, который много сделал для стадиона и вообще для блага Урмии. Хочу поблагодарить всех тех, кто внес сколько мог непосильный вклад для создания вот этого мемориала. Большое всем спасибо, низкий вам поклон. Здоровья, благополучия каждой семье и счастья в личной жизни. Спасибо. Почтим светлую память погибших в этой войне минутой молчания. Дань уважения ко всем погибшим землякам, возложим цветы к мемориалу славы.
Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы опять весну встречаем. Встречаем День Победы, лучший день в году. Мы помним всех по именам, и всех обнять мы рады. Голод наш из края в край, слово мира и привета всем народам передай. Чтоб память наша не остыла, минуя горы и моря. Лети, лети, моя голубка, голубка мирная моя. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы.